Грузинские захватчики обнажили свою темную сущность уже с первого дня войны. Даже перед Моковским кафедральным собором, одного из духовных центров Абхазии, они не вспомнили о христианстве. 28 августа они атаковали Мок. В тот же день сожгли 22 дома в этом селе. Со дня боя в поселке Аджевдо моковцы оказались в пекле войны. И в приграничном Араду проживало немало абхазов. Они были бессильны, оказавшись в грузинском кольце. Мок и Арадо во время войны. Младшему сыну было 21 год. Только начинал выездную предпринимательскую деятельность. Выезжал в Россию. Чем-то таким занимался и погиб там. Несчастный случай. Не прошло и 7 месяцев, как началась война. Это было 14 августа. Старший сын пришел с работы и сказал, что началась война. На третий день наши ребята заняли позиции вместе с Мирабом. Им много чего нужно было. Он вызвался на своей машине и скворчало доставлять самое необходимое. Оружия никакого не было у него. Уже вечерело, когда я увидела вереницу машин, приближающихся к нашему дому. Я удивленно смотрела, не понимая, что происходит. Во двор, причитая, зашел зять. Моя дочь была замужем в Очамчире, и я решила, что ее убили. Он сказал, что не дочь, а бесика убили. Что мне оставалось делать? Я кричала и плакала. Его подняли наверх в дом, назначили день похорон. В день похорон поднялись 6 самолетов. Они спускались очень низко и махали нам из кабины руками. Они распугали людей, и многие бросились в рассыпную. Остались лишь самые близкие, человек 10-15. Побоялись, что бомбы начнут бросать на нас. Вернулись только, когда самолеты улетели. И к вечеру мы его похоронили. У меня остались его жена с детьми 1,5 месяцев и 2,5 лет. Как оказалось, его встретили мхедрионовцы и расстреляли в упор. И оставили посреди дороги, а Струков ничего не сделали. Наверное, он оказал сопротивление. Когда ударили его, дал ответ, видать. Всю войну я прошла со слезами и скитаниями с младенцами на руках. Их надо было кормить. Ко мне приехала и дочь с ребенком. Я все время ходила на кладбище, а вокруг все так же стреляли. Как-то в один из дней, когда я была там, рядом упал снаряд и разрушил половину могилы. Не знаю, как меня не убило. Я была бы рада. У них была цель уничтожить нас. И если даже кто-то выжил бы, то превратили бы в своих слуг. Ты не помнишь, но было время, когда нас заставляли учиться на грузинском. Как было тогда? Мы не имели права говорить на родном языке. Только на их языке можно было объясняться. Я и сейчас говорю на их языке, как на родном, потому что училась в школе на грузинском. Но потом, когда мы тут стали шуметь, открыли абхазское училище. Тогда мы все перешли туда. Там я научилась русскому языку, тому, что знаю. Я подтянула себя по части грамматики на родном языке и стала преподавать. Я проработала в школе педагогом ровно 55 лет. Никто из тех, кто жил в Мык в поселке Аджажду,
не думали, что придется воевать. Мы считали их близкими и со многими состояли в родстве. Но я никак не мог взять толк и не понял одно. У нас жил сосед, Джоки Курашвили. Как-то раз, будучи подвыпившим, он проговорился, что у них очень много оружия. Я отшутился, что если даже и так, то у них все равно некому его держать. Оказывается, за 5-6 месяцев до этого они готовились к войне и запасались оружием. 28 августа они напали на нас и стали сжигать дома. В том году я вырастил много арбузов на продажу. Думал, что эта ситуация временная и все успокоится. В тот день приходили ко мне и грузины тоже. Просили арбуз на праздничный стол. Я, конечно, раздал всем, кто просил. Я же по-прежнему продолжал считать их соседями. У меня на глазах стали гореть наши дома. Что мы могли сделать, не имея ничего? Чем ответить на агрессию? В 8 часов мои родные были закрыты в ванной. Слава Богу, с ними ничего не случилось. В тот день в нашем поселке были убиты 2 мирных жителя. Никогда не забуду, как выглядел труп убитого Аршба. На нем не было живого места, будто боялись, что не умрет. Мы его практически собрали по кусочкам. Его звали Аршба Заур Багратович. Его родного брата тоже в ходе войны почти 15 дней искали и нашли убитым. Их мать, Женя Аршба, скончалась в этом году. Одним словом, мы не ожидали ничего подобного и были потрясены произошедшим. Я хочу сказать, что мы были как забытый край, брошены на произвол судьбы. Не было никого, кто бы мог нас в чем-то направить, но Господь помог нам. Редко какой мужчина сможет проявить мужество, которое показал Мираб Кишмария в нашем поселке. Он собрал всех ребят и организовал группу. Не скажу, что я воевал, но состоял в хозвзводе. Старался по-своему участвовать. 3 моих брата воевали. Вот таким образом человек привыкает ко всему. Позади храма стоял Гэсовский дом. Нас там 2 семьи проживало. Постепенно мы привыкли к выстрелам и не обращали внимания. Занимались огородом и даже кукурузу посадили на заречной полосе. Наши соседи из Араду позволяли себе стрелять в нашу сторону, когда мы тохали кукурузу. Жители Араду, называя мое имя, просили у своих непременно сжечь мой дом. А мы знали, что победим. Кормили своих воинов и себя. Нас измучило сильно. Нас хотели уничтожить, закидывая снарядами. Не было дома, его сожгли. Мы жили в кухне. Спать было негде, и мы ходили к моей заловке, которая жила на фабрике. Брат матери жил в Хухуне. Когда он услышал, что я осталась без всего, он собрал постельные принадлежности и приехал к нам. Только все разложили и вышли из кухни, чтобы осмотреть сгоревший дом, как вдруг влетел снаряд и упал прямо под стол нашей кухни. Я в тот момент варила мамалыку, а заловка сидела в углу. И еще один мужчина пытался, нагнувшись перед камином, прикурить сигарету. Упавший снаряд снес крышу и половину камина.
воткнулся в стену. Кухня у нас деревянная была. Все лицо моей заловки было в ссадинах. А руку мужчины задел осколок. Она у него и сегодня побаливает. Нам очень повезло, что выжили после такого. Потом прибежали ребята из штаба и постарались собрать, подлатать крышу, чтобы была возможность оставаться. В течение года спокойно уснуть не было возможности. Каждый день бомбили, не знали, когда умрем. Остались благодаря Господу Богу. С первых дней начала войны штаб организовался у нас дома. Так получилось. Мы живем в 500 метрах от центра села. Когда Мираб Кишмари собрал ребят в группу, они находились у нас. У меня 2 дочери и 2 сына. Дочки были постарше и могли мне помогать. Мы всячески помогали своим и ничего не жалели для этого. Первый день грузинский танк поднялся к нам и, проехав наш дом, доехал до границы с Чулу. Там он выстрелил пару раз по домам и уехали. Видимо, решили попугать нас. После этого начались убийства. Был убит наш сосед Бесик Тарба. В день его похорон поднялись самолеты. Супруг был на похоронах. Я собрала детей и накрыла их с собой. Мне казалось, что если я как наседка с цыплятами накрою их, то спасу. Я сама родилась в Кындах. От моего родительского дома ничего не осталось. В день начала войны мои родители с моим братом были в Сухуме. Это было для меня еще одним ужасом. Никак не связаться было. Они попали в Гудауду. 2 мои сестры застряли в Кандахе, и с ними не было никакой связи. Переживали друг за друга. Так сложилось, что и дом отца, как и наш, стал штабом. Одна готовила нашим, вторая была медсестрой и помогала по необходимости. Чтобы накормить, надо было молоть кукурузу. Ведь наши воины были в моем доме, а не у своих родителей. Супруг ходил на мельницу, но там организовалась очередь. Рядом была еще одна, и ребята с помощью трактора как-то наладили и запустили жернова. Как-то в один день моя соседка Нелли Джопо, царство небесное, и я с детьми пошли на мельницу. И в эти часы начался обстрел. Стали падать снаряды. Этот день был уж каким-то совсем особым. Такого количества снарядов до этого не выпускали. Не передать, как мы тогда перепугались. Слава Богу, что ни один не попал в мельницу. Я девчонок посадила на воронку для спуска зерен и накрыла собой. Мне показалось, что так я их уберегу. Это был страшный день, но, к счастью, никто не погиб. А когда бомбили школу, снаряд упал в 10 метрах от меня и ребенка. И тогда посчастливилось выжить. Как известно, война началась 14 августа. Мы думали, что это как в 1989 году быстро закончится. Но 28 августа они напали на нас. Был праздник Успения. Все дети были дома. Мы живем в МОК в поселке Аджифту.
Они пошли, сжигая дома. Я была матерью 10 детей. Старшему было 16, и на этот момент он с нашим соседом был на мельнице. Мы не знали, за что взяться. Младшая 3-летняя дочка спала. Мы ее не вспомнили в суматохе. Старшая девочка вспомнила и закричала, что мы забыли Мактину. Она поднялась наверх, схватила сестру и прыгнула вниз. Мы побежали за дом, где была большая канава, и бросились в нее. Там была Эя Мадлиба, которая работает на телевидении. Она находилась у своих родителей. Она тоже не знала, где ее дети. Мы сидели в канаве и слышали выстрелы. И, как говорят дома, над головой летели пули. Но кого именно укрыть? Скольких надо было защитить? Когда немного утихло, мы вышли из укрытия. Большой дом догорал, а во втором, где мы все обычно находились, все было перевернуто. Посуда со стола была разбросана, и со стенок стекали раскиданные остатки пищи. Старший тоже нашелся. Многих тогда смогли вывести на машине, и он оказался среди эвакуированных. Это нам сказал сосед, с которым сын ушел на мельницу, но сложно было мне ему поверить. Он сказал, что отправил его со всеми в Джалу, потому что по поселку ездили танки. Я боялась, что он им попался по дороге. Пока я соображала, что происходит, по соседству раздались плач и крики. Оказывается, грузинам попался Заур Аршпа, который искал своих детей. Они его убили. Также убили Бесика Тарба, который встретился им на машине. Мы остались без ничего. Мы остались без ничего, но не уходили со своих мест неделю. Вдесятером едва помещались в маленькой кухне. Но куда можно было пойти? И к кому? Везде было опасно. Так, через неделю Мираб Кешмари пристал машину, и нас всех вывезли в село Отап. Мы находились там 15 дней, но не могли больше. Угнетала неизвестность. Вернулись в свое село и разместились в грузинском доме. Хозяин в начале войны оставил дом и ушел. Там нас и заселили, и до конца войны мы располагались там. Когда позиция наших подвинулась, штаб развернули в нашем доме. Я там готовила еду нашим и присматривала за детьми. 3 июня наши отправились на захват трассы в село Цхенцхар, Лашкендар. Там была бойня. Убили ребята. Погиб Гогу Атарба. Тело парня Аршпа мы очень долго не могли обнаружить. Спустя около 40 дней случайно нашли. Увидели разбросанную обувь и стали искать. Собрали в простыню останки в виде ребер и каких-то костей и в полночь принесли в село. Скажу вам, что сколько бы лет ни прошло, подобное невозможно забыть. Разумеется, вначале они сильно боялись. Младший было 3, а старшему шел 16-й год и ходил в танковую часть, которая
которая была организована рядом с нами. Они боялись, но потом привыкли. В какой-то момент нам предложили вылететь в Гудауту, но 14-летняя дочь категорически отказалась. 3 числа столько снарядов выпустили, что, кажется, ни одного места не осталось, куда не упало. К счастью, мы не пострадали. Мы все были как одна семья, были заняты тем, что в тылу организовать партизанам еду и одежду. Только это и заботило нас все это сложное время. Переживали за каждого, кто уходил на позиции. С нетерпением ждали возвращения каждого из них. Скольких приносили убитыми. Мы увидели все ужасы. Во время войны мы застряли в Мок... и не было возможности выехать. Между моим домом и домом моего брата вырыли окоп и разделили нас. Брат был старше меня на 6 лет. Мои сестры на 9 и 12 лет старше меня. Вот мы все и застряли в поселке, не смогли уйти. Мы были в заложниках. Намерение уйти наказывалось убийством. В скором времени нас ограбили бородатые мародеры. Пока одни держали нас под дулом автомата, другие провели в доме обыск. Наши сестры дрожали от страха, как и мы. Мародеры требовали денег, которых у нас не было. Тогда они вынесли все, что им понравилось. В доме ничего не осталось. Меня с братом забрали, и на повороте в Араду мне велели выйти. Я вышел. Мне стрельнули в ногу и в руку. Моя рука так и осталась кривая. Мне велели идти назад домой и на утро к 10 часам вернуться и принести 100 тысяч рублей. Пригрозили, что иначе на моих глазах пристрелят моего брата, а потом убьют и меня. Я шел домой весь в крови. Лидеры с их стороны сказали, чтобы мы не боялись, и они все уладят. В ту ночь люди по деревне собрали деньги. У них была привычка за одного убитого грузина убивать 2 или 3 из тех, кто не смог выехать. Вот раз, когда убили одного из них, пришли в дом к Якуб Аглы и напали. У них в доме лежала старая мать, которой было далеко за 80 лет. На ее глазах убили ее сына. Они подожгли дом вместе с ней, но подоспели соседи-грузины и вынесли ее. Среди них попадались совестливые. Дом сожгли, но ее все равно убили. Также был убит Раджи Кукакалия, который попытался выпрыгнуть в окно, а над матерью его поиздевались. Их всех сейчас нет в живых, да упокоятся они на том свете. Кроме этого, было много несчастья и страданий. Меня ударил паралич. Соседи отвезли в Очимчирскую больницу.
Но когда там узнали, что я абхаз, мне очень сильно досталось. Моя племянница была замужем за грузином. Испугавшись, что меня убьют, она забрала меня к себе. Заведующим РАНО у нас был Иларион Виссарионович Лабахуа. Он услышал про меня и пришел проведать. Когда я рассказал, через что я прошел, он рассказал мне и свою историю. Оказывается, вечером его забрали в милицию и поставили в угол. Разорвали его паспорт и предложили получить другой. Он сказал, что предпочитает умереть абхазом со своим паспортом. Всего и не расскажешь, через что мы прошли. Как-то так и живем с этим. Мы не успели покинуть село, когда началась война. В тот же день мхедрионовцы заехали в Араду. Слава Богу, что мы успели детей пешком отправить до Ачефту, а сами пока собирались, застряли и нас взяли в кольцо. С того дня и принялись за нас, заезжали каждую ночь и не давали покоя. Забирали все, что возможно унести, пугали, били. У меня был деверь Разжико Какаля, который в 1989 году участвовал в волнениях. Был большим патриотом и активистом. Его даже задерживали по этому поводу. Как только они заехали к нам в село, соседи-грузины сразу стали его своим. Они сказали, что для их правого дела первым долгом надо убрать Разжико. Он тоже понимал и знал об этом. Прятался в лесу. Ночью украдкой приходил показаться престарелой матери и уходил. Они стали караулить его. Видимо, кто-то его стал. Только он поднялся, как сразу был убит автоматной очередью прямо через окно. Стали его соседи, а исполнители были пришлые. Все арадуцы были вооружены, за редким исключением. Передали соседям, чтобы забрали труп. Когда мы пришли, он был мертвый. Он был отцом 4 детей. Младший неделю как родился. За какое-то время до гибели он мне сказал, что нас, женщин, могут вывести из села, и попросил, чтобы я передала его семье деньги и сберкнижку, которые он не успел отдать супруге. Примерно 28 лет. Мы похоронили его в тот же день, в тех же вещах, в которых он был, когда убили. Сколотили наспех ящик и положили в него. Прямо во дворе выкопали могилу. В тот же день к нам заехали мхедрионовцы и велели достать закопанные деньги. Супруг сказал, чтобы я ушла в лес, а он попытается убить кого-нибудь из тех, кто приказал откопать деньги. Дело не в деньгах, хотя бы одного убью, а он сказал. А у ворот стоят автоматчики на машине. Я стала отговаривать его не делать глупости. Как он мог убить лопатой автоматчика? Я повисла на нем, а бандит решил, что я не желаю отдавать им деньги. Бандиты признались, что убили его брата. Они стали меня бить ногами. Меня поволокли до коровника. Я все предупреждала их о его намерении и просила отобрать у него лопату. Они велели замолкнуть, иначе пригрозили, что перебьют нас, как цыплят. Но они все же выкопали деньги.
выкинули сберкнижку, а деньги унесли. Мои братья и зять смогли организовать мой выход из села за 2 месяца перед окончанием войны. Зять в Беслахопе поймал 8 грузин, и на них обменяли меня. А до этого тоже за мной приехали и сказали, что повезут на обмен. Я собрала вещи детей. Нас привезли на поворот, где стоял танк. Мне велели сесть в него, но я отказалась. Шел проливной дождь. Они стали бить меня сапогами и загнали в него. Внутри сидели Сарпион и Шалодя шарданевцы. Они меня успокаивали, чтобы я не боялась. Оказывается, в тот день был бой на совхозе, и много их убитых осталось там, и их медсестра в том числе. Они намеревались убить и нас обменять на них. В такой ситуации нас застиг Бадри Куматиани, у которого бабушка была абхазка. Он не воевал. Он 2 часа договаривался с ними, говорил на повышенных тонах, но смог забрать нас у них. Нашел машину и привез нас обратно домой. Тогда он спас нас от приговора. Через пару дней вывезли и меня. Дети при виде меня испытали стресс. Кто-то даже в обморок упал.